Друзья, это проект «Испытано на себе» на канале Якутия-24. И сегодня, как я думаю, вы поняли, у меня в руках наручные часы. Речь у нас пойдет о часовых мастерах. И сегодня я думаю, что несмотря на то, что часы механические, это уже постепенно вытесняются электронными часами, но тем не менее в наш век такие часы становятся еще ценнее. Ну и бывает, конечно, такое, что их нужно обслужить, либо если они сломались, то нужно отремонтировать. Поэтому сегодня мы с вами познакомимся с профессией часового мастера. В этом нам поможет Петр Иванович Новак, часовой мастер. Здравствуйте, Здравствуйте. Петр Иванович. Петр Иванович, расскажите вообще в целом, чем занимается часовой мастер? Часовой мастер занимается временем, вашим временем. Мы лечим ваши часы. Значит, как правило, обращаются люди с тем, что часы идут неправильно или же вообще стоят. Ну вот еще, например, часов огромное количество разных моделей, да? И, например, если сломались часы, то вот запчасти, допустим, это они обычно в наличии, или же их приходится заказывать, или же есть все-таки какой-то некий такой склад, где есть определенные такие самые популярные, ну, поломки, да, и запчасти, шестеренки. Я не знаю, просто с этой темой, соответственно, не сталкивался. Для того, чтобы ремонтировать часы, нужно запчасти, естественно, и мы их заранее покупаем. Какие-то на старые часы мы выкупаем у людей. Люди приходят, на запчасти нам продают часы. Ну, в основном, конечно, приходится покупать сейчас много швейцарских часов, поэтому мы заранее покупаем основные, то, что ломается в часах. Есть полностью даже новые механизмы ставим. Ну что, вот такие вот достаточно интересные приборы мы вам показали уже в самом начале нашего выпуска. Ну а сейчас непосредственно перейдем к практике. И, ну я не знаю, вряд ли я смогу даже, наверное, не знаю, закрутить какую-нибудь пружинку, шестеренку поставить, что очень мелкая моторика нужна, это огромный опыт. Но тем не менее, я думаю, что Петр Иванович что-то для меня подготовил. Петр Иванович, что мы будем делать? Ну вот я подготовил командирские часы. Они не совсем обычные. Тут используется механизм не «Восток», а старый советский «Полет». Интересная модель. Сегодня мы попробуем просто, пройдем первоначальный путь, это разборку механизма. Давайте. Так, рабочее место куда? Сюда? Да. Присаживаюсь, да? Так. Значит, ну вот у нас есть специальные подушечки для того, чтобы не царапать стекло. Стандартные. Да, давайте мы покажем телезрителям наши часы, вот эти командирские. Ну, в советское время это был вообще, да, шик. Да. Это просто... Водитель, инженер – это самые крепкие часы. Они еще и подразделяются. Это Водонепроницаемые. Это инженер, да? Или... Нет. Имеете в виду модель, водитель? Нет, водители использовали, они крепкие. Все, военные использовали их же. Ну, недаром они называются командирские. Да. Я думал, просто модели такие есть. Водитель, инженер. Так, хорошо. Ну, сейчас это получается, как вы говорили, люди своими руками стараются открывать крышечки. Я помню, что у меня, по-моему, подобное, я вот что-то из детства, я хотел, вот тыкал какой-то там отверткой или еще что-то, обычно царапаешь заднюю крышку и так далее, да? То есть это такая очень тонкая работа, даже просто вскрыть часы. Ну, есть специальный ключ. Это когда тяжело открыть руками. Тут большой рычаг. Приспособление, да? Да, вот, зажимаются. Мы, наверное, и мы будем открывать. Да, давайте, я согласен. Ну, вообще, действительно... Это специальный ключ. Подводим. Давайте сами попробуйте. Я примерно понял смысл. Да, вот этим крутите. Так, крутим. Опускаю, да, уже? Да, опускаете и прицеливаетесь. Так, она разводит, да? Надо свести. Ой. Да. Так. Еще. Еще свести? Да. Вот сейчас уже попадаем. Так, ой.
вот такой вот тоже. Мы ничего не сможем поломать, Мгм. только то, что поцарапать может. Вот, так, раз, Так, зашла, а там что-то не заходит с той стороны. все, нормально. Зашла, да? Да, И теперь Крутим? против часовой. конечно. Все, Да, в принципе, по стандарту. Нажимать немножко можно, да? Это специально для силового открывания. Ага. Ого. Все? Это все открылось? Да, да. С резьба спрыгнула. Спрыгнул. А, Все, был мы щелчок. поднимайте. Так. Теперь мы. Мгм. Так, вытаскиваем. И вот так, да? Да, можно. Оп, Оп. все, задняя О, крышка. смотрите, друзья. Внутренняя часть часов командирских. Сейчас мы уже открыли заднюю стенку, причем необычным, ну для нас необычным прибором. Так, Значит, сейчас нужно снять головку. это что такое? А, вот это. Переводную головку, да. Откручивайте. Так, просто откручиваю. Откручиваем. Так, А, все. ну, по-моему, и вот. Да. Но для того, чтобы ее достать, нужно нажать вот сюда, вот на эту. Ух ты. Показала? Да, вот здесь. Да. Кнопочка Да, специальная, да, да? специальная кнопочка. Нажимаем и вытаскиваем. Сейчас, минутку. Так. А может там масло засохло? А, Бо- нет, бо- всё? да, Всё, просто вышло, боишься поломать. Да. Кладу сюда, да? Похоже на чашку Петри. Если я правильно называю. Правильно. Правильно? Так и есть, да. Ага. А, вот сюда. Хорошо. Ну, теперь можно достать резинку Так. уплотнительную. Вот этим? Да, да, пинцетом прям. Оп. Туда же, да. Ага. Угу. Теперь вот болты. Два болтика крепления механизма. Вот. Еле-еле вижу. Надо прицелиться. Так, вот он. Так же по часовой. Нет, Правильно? держится отвертка вот так. Давится верхним пальцем и крутится. Это почему так сделано? Чтобы центровать, да? Для того, чтобы контролировать давление и Точно. чтобы двумя руками не надо было крутить. Да. Так, магнит нужен, да? Или... Нет, не нужен. С этой стороны второй откручиваем. Вот этот. Там еще и шайба какая-то. Рычаг крепления. Но наши выпуски испытанно на себе снимаются в разных условиях. Но вот микрокамеру я, к сожалению, никогда не приходилось. Вот сейчас бы она пригодилась. Ну вот я, если видно, вот здесь открутил два маленьких вот таких вот болтика. Раз, два. Так, их что, лучше высыпать, наверное, да? Или нет? Да. Ну, лучше, конечно, пинцетом достать. Давайте. Попробуем научиться работать пинцетом. По классическому, да? Как надо. Так. Два. Шайбочка. Или это Лапка. лапка. Слушайте, а сколько, например, запчастей по количеству может быть вот в таких часах? Вот? Это же такие не сильно навороченные часы. Ну, здесь вот врать не буду, я их не считал. Ну, наверное, много. Да, так вот, например, вот тут, это же место мастера, вот так вот разобранный Это механизм. разобранный механизм. Он же здесь отмокает, да? То есть вот как раз таки Да. чистку проходит. Да, и вот как потом, как вот вообще собирается это обратно? Вообще есть какой-то алгоритм, да? То есть, например, все часы имеют какую-то определенную логику и структуру. То есть вы знаете, что вот здесь должно быть блок шестерен находиться, да? Или... Да, блок шестеренок называется ангренаж, если по-профессиональному. Алгоритм какой идет? Как разбираешь, а потом обратно нужно, же говорю, собрать так же.
Это должна быть память хорошая тогда. Ну, поначалу ученики могут взять полуразобранный механизм, ну, не в корпусе, который в запчастях у нас, и может рядышком его Положить. держать и по образу и подобию обратно собирать. Ага. Так, дальше у нас что? Какой этап? Сейчас мы достаем механизм из... Можно просто перевернуть. Он выйдет, да? Да, он выпадет. На руку или... Можно на руку. Вам можно на руку. О! Вот так. Часы командирские. Так, сейчас можно ложить на подставку. Вот так, вот таким образом? Или перевернуть? Вот специальная подставка. Я как раз подумал, стрелочки же там. Нет, вот мы этой стороной ложим. Вот этой стороны? Да. Ага. Вот так. Сейчас попробуем снять стрелочки. Так, Для этого у нас есть специальные лопатки и с двух сторон. Вот так вот? Да. Для того, чтобы стрелочки не улетели, мы ложим сверху пакетик и вот, да. То есть они могут вот так выстрелить вверх? Да. Ну, нет. Так, подождите. Прямо отсюда. Через пакет? Да, через пакетик, вот так. Сразу с нижней, Да. не с секундной. Не бойтесь. Это принцип как лом, да? Ну, то есть ломик такой. Да, Поддеваю. маленький. Оп. О, получилось. С Есть. первого раза. Не всегда получается, да? Чаще получается ломать. Да? То есть я прошел какой-то небольшой тест. Так, главное не сглазить. Также складываю, да? Да. Там вот специальные кармашки, чтобы не смешивались. Так, тут какая-то шайба мне показалась, а нету. Дальше. Теперь будем снимать циферблат. Таким же Нет, образом? тут нет. Другим? Все, у нас мы берем Другим. следующий. Отвертку меньшего размера. Ух ты. Ага. И вот здесь болтик должен быть. Вот, я вижу. Вот этот? Да. Так, давайте. Так, я думаю, третья отвертка должна Обратите подойти. внимание на наборчик. Я максимум какие вот отвертки такого размера держал, это для... Локти положи, будет удобнее. Это для очков. И тут таким же образом, да? Так, выпадаем. А вот этот вообще очень маленькая отвертка. Это уже третья. Третья отвертка? Да, есть меньше. Еще меньше? Полностью не нужно его выкручивать. Да? Да, Ой. ничего. С другой стороны циферблат Противоположно, имеет да? две ножки. Мы сейчас покажем. Она затягивает как бы его, да? Фиксирует. Тогда сколько оборотов? Ну, хватит. 4. Ага. Руками снимай? Да, снимайте. Слушай, можно было на пальчнике вообще-то взять. Так. Так, аккуратненько. Оп. Все, получилось. Вот эти две ножки, которые и были затянуты этими болтами. А что за цифер? Это календарь. Календарное устройство. Я думаю, а зачем там под циферблатом еще какие-то цифры? Супер. Так, Сейчас циферблатом вверх вот так вот уложим. вот так? Да. Так. Ну, я думаю, эта же отвертка подойдет. Тут 3 болтика. Видно их? По периметру, да? Да. Ну, как бы по окружности есть, ага. Так, сейчас. Все, сразу палец нашел свое место на отвертке. Как будто надо вторую. Поменьше? Ага. Легко. Так, это вот это оранжевое, розовое. Вот это, да? Угу. Я думаю, это мелкая. Сколько раз? Пошло. Получилось? Да, что-то. Это полностью надо отключить. Или полностью. Раз. Два. Так. Я думал, я ее потерял. Так, кажется, очень мелкие.
Да. Сейчас я две найду, а третья куда-то А нет, можно прямо полностью снять. высыпать. Что снять? Вот эту штуку? Да, календарь. Так, какие-то удобнее будет. Вот это. Ага. Тут, наверное, тоже пинцеты непростые, да? Да, фирма Бергион швейцарская. О. Так. Я вот... Там две гайки есть, а третья у меня куда-то упала. Ничего страшного. Найдем? Найдем, конечно. А можно высыпать? Может быть, Да. высыпется? О, высыпалось. Очень маленький. Друзья, обратите внимание, совсем крошечные. Не знаю, будет видно, нет? Вот. Вот такие вот. Похоже на... Не знаю, на что похоже. Что-то очень маленькое. Сейчас вот как раз диск календарный. Туда же Снимаем. ложим, а дальше Тоже всё пинцетом? Да, А, он такой прочный. Плотненький. металлический. Обратите внимание, он видит такой тоже, да, у них насечка, как шестерня. Вот она. Мгм. Теперь в сторонку отодвигаем. Вот это, эту. Да. Чашку Петри пододвигаем к себе ближе. вот это. Открываем. Да. Мгм. И вот теперь часовое колесо, суточное колесо, вексельное Все колесо. сложнее и сложнее. Еще бы минутник. знать, это сверху надо, Да, все, все. разбирая сверху, что лежит. Да. Они должны сняться прямо, Да. вот эти шестеренки. Да. Ой, а ничего не вылетит у меня, вот одна уже как будто. Ну, там есть пружинки. А, центральная тоже выйдет? Да. О, вышло. В принципе, все. А, все? Я что-то Да. еще хотел вытащить. Ну, вот тут интересная, как у нас называется, попугай. Это рычаг для перевода календарного устройства, как раз диска. Это где? Вот этот? То есть этими отличается вот этот механизм, да? Не, ну это, Кому это у нас, вот он, видите как, на попугая похож. А, точно, смотрите, как коду. Это сленг. Ну-ка, подождите, сейчас я поверну нашим зрителям. Вот так, да? Похоже? Может, чуть приблизить. Вот такой, как попугайчик, хвостик. Точно, точно. Все, его в чашку Петри. Мгм. Переворачиваем механизм. Так. Что-то выпало. О. Пружинка. И что-то еще. Мгм. Следующий у нас этап идет пошаговый разбор механизма. Снимаем баланс. Третий, да, отверткой? Или вот этой пойдет? Да, я думаю, это должно быть. Так, баланс это вот это. Да, мост баланса. Ну, несмотря на то, что, ну, хотя это часы же все-таки, это не как машина, да? Несмотря на то, что им очень много лет, все равно как бы, ну, особого усилия нету, не требуется, чтобы подкрутить. То есть они там не закисают, получается. Так, можно. Тут А, немножко сложно, это уже Я вот вижу там пружина, да, вот да, это маятник. баланс. Вот все называют его маятником, а это баланс. О, Сейчас, дайте. Вот этот специальный инструмент, приспособа для того, чтобы править ось спираль баланса. Раз. она универсальная, да? То Ну, есть- по высоте это, конечно, да, более-менее универсальный, конечно. то есть вы поставили, и что она делает? Это для исправления спирали. Вот как раз, если кто-то сам залезет, самое легкое, первое, что ломается, это вот спираль баланса гнут. И вот, чтобы выправить вот эту спираль, чтобы она ровно была, вот это специальное приспособление. Ну, для то этого. есть, несмотря на то, что спираль такая тонкая и вроде как упругая, если ее погнуть, то можно ее, в принципе, выправить, да? Можно. Это уже 6-й разряд мастера. Да. Да.
Так, Пока оставляем в стороне. Мгм. Пусть там будет. Так, следующее Так, теперь, откручиваем. А, Вот это. нет, вилка. Вот это Называется вилка, анкерная это- вилка. Вот да. это? Да, вот мост. Правильно, там два болтика. Ага. Мгм. Так, кажется, надо Поменьше. третью. У нас тут диалог такой получается. Вы говорите, вот это анкерная вилка. Я говорю, вот это? У меня все Не мудри рукой, покажи. с одним названием. Вот это. Чувствую себя как это, да? Как блондинка. Вот эта штука. Вот эта штучка. Так, это в Петре, да? Да. Слушайте, ну я уже запутался. Чё, где? Что где он? Скажите, собрать я уже не соберу. Так, и снимаем анкерную вилку. Да. Там тоже какая-то пружина, да? Нет? А нет. Там что-то какие-то прям запчасти просто так лежат. Вот это просто то, что лежит, это и есть анкерная вилка. Черненькая. Вот это? Нет, Похоже это на- подкладка под мост баланс. Солнцезащитные очки. Я еще что-то не вытащил, да? Да, вот. Видно? Сейчас. И вот что-то. Вот она. О, никогда бы не подумал. Слушай, ну я не разглядел там. Так, дальше. Храповое колесо над двигателем. Вот это? Вот, да, вот, вот это. Вот это. Она крутится и что-то все заработало. Как его открутить? Прижать можно. Все, пошла. Механизм заработал. Так. Говорит о том, что он не совсем мертвый. То есть, если крутится, в принципе, А. тоже хорошо. Да? Левой рукой придерживать механизм. Ага. Так. Вот это тонкая работа вообще. Сейчас 3 болта. Раз, два, три. Вот это Самое, мост двигателя. вот, глядя на такие механизмы, самое вот прямо в голову кому-то же пришло вот первому взять и сделать наручные механические часы, да? Постепенно к этому шли. Постепенно? С развитием технологии обработки металла, точности, намного сложнее, чем ювелирная работа. Ювелирная работа, она более творческая, а здесь точность. Ну да. Это еще, ладно, механический. А что сложнее, механический или кварцевый? Механически намного сложнее. То есть там все рассчитано, да? Сейчас можно мост снимать, да. Так, мост у нас тут еще на нем шестеренка. Вот так. Вот мы сейчас, нам показался этот двигатель. Вот это? Да, основная пружина. То, что мы заводим, и пружиной он приводится в действие, да? Так, его как снимаем? Или вот эти? Да, вот снизу можно. Я прямо его Да, сейчас да. прямо уже могу снять? Да? Такое ощущение, что там... А там же шестеренка какая-то мешает. Нет, на себя тяни. Так, сейчас. Поднимай выше. Так. Он такой массивный, да? Или Да. это внутри пружина? Внутри пружина. Внутри пружина. Ну, в принципе, мы можем ее разобрать. Так, чуть не улетело, смотрите, вот это да. Ну, как раз давайте покажем то, что вот разбирается, в принципе, легко, если знаешь. Как-то одной рукой даже. Просто нажал. Без всяких инструментов. Ну, ускоряемся немножко. Вот Да, она. я возьму. Нет, Нет? она сейчас улетит. То есть вот она. Да. Видно, да? Над столом. Пружинка такая. Вот он, самый основной двигатель. И вот именно ее мы как бы в механических часах и закручиваем. На сутки же, да, хватает обычно? Или и больше может? Ну, в зависимости от часов. А вот интересно принцип работы. Есть же часы механические с автоподзаводом, да? То есть когда ходишь, там
За счет чего? Она же также взводится, вот такая пружина, да? Точность, Дополнительно. в принципе, такая же пружина, только или мы рукой, пальцами заводим заголовочку, а там сегмент автозавода роторный. Мгм. И он заводит То есть постепенно. он какой-то маятник качается Да. и Ротор. ну, тоже. Ну, теперь немножко осталось. Можно я тут минутник сниму? Давайте. Я согласен. Что-то усилия надо прилагать правильно. Ага. Так, и дальше разбираем Да. Подобрались к ангренажу. ангренаж. Ну, друзья, да, мы вот носим часы на руках, а внутри в нем столько еще всего и названий, целая наука. Ну, все иностранные слова, потому что Швейцария все-таки мекка часового Часового. дела. А какие самые дорогие часы вам приносили на ремонт? Ну так, на память. Ну, и Булгари были. Это сколько примерно цена? Ну, миллион точно. Потому что простые они, не в золотом корпусе. А, это были простые булгари за миллион рублей. Всего лишь-то. Ответственность большая, да? Конечно. И как вам внутренний мир Булгари? Там, наверное, материалы, да, все прямо. Там обработка самих мостов очень красивая, которую нежелательно царапать. То есть вот здесь мы товарно. видим, она такая как бы Просто как замонтирована. будто замонтированная. А Да, там есть прямо- там венские волны. Ох, это что такое? Ну, в советских часах тоже такое есть. Ну, это полировка особая, А, монтирование особое. снимется так? 3? Да, О, всё. снимается. О, так, уже места нет в чашке Петри. Эти Да, по одному. по одной. Я вот сейчас вот работаю с этими шестеренками, вспоминаю, по-моему, я в детстве все-таки какие-то большие часы разобрал, потому что у меня были всякие шестеренки, я любил их вот так крутить на Юла? столе. Да, как юла. Волчок ли? Правильно. Что-то такое вот. Пальцы помнят. Ох. Некоторые шестеренки просто как будто лежат. Вот как их потом обратно. Ну, это я, конечно. Часовой мастер, конечно, знает, куда ставить. Все, сейчас плату тоже можно ложить. Плата это что такое? Вот, А, в самом. У нас мосты, которые держат, все на плате. что прямо в Петре такую тяжелую большую запчасть класть. Так я положу. И вот можно взять бензин специальный. Бензин? Где? А, вот нашел. Да. А, галоша. А пружину пихаем туда? Ой, Нет, кладем? нет, Размещаем. И что, и заливаю прямо? Да, это чистый бензин, который не имеет примеси, присадок, как в машинах. Мгм. Надо залить как картошечку, да? Ну, в смысле, Нормально, хватит. нормально? Ну, чтобы покрывал, чтобы замокло. Да-да-да, чтобы... Чтоб покрыло. Теперь оставляем до завтра. Все, то есть это я сейчас вот прямо Первый этап. взял и разобрал. Мы с вами прошли первый этап ремонта часов. Завтра придет мастер И будет собирать. и будет собирать. Вот что такое? дозировка масла. Чтобы на камни подать. Капелька. Тут наша камера вообще даже не покажет, наверное. Тут, знаете, капелька как... Можно сравнить, наверное, меньше капельки пота, которые выступают у вас, вот там, когда вы много Даже побегаете. миллиметра в диаметре нет. Да, очень маленькая. То есть вот эта капелька, которую сейчас показали, это вот, допустим, на шестереночку. Ну, на подшипник На шестеренки. подшипник. Ага. А, кстати, там же мы можем показать то, что вот называется там 17 камней, 28 камней. Что это такое, кстати? Да, Камни. рубиновые камни. Открываем, да? Можно, да. Кстати, Ну, я, ну, камни- я не камни знаю, не по- заметил. А вот, ну вот здесь он более явно видно. Там камни есть?
Так, у меня еще уже есть. Если я их увижу, то будет вопрос еще один. Видно на свет? Вот эти Да, розовые. рубиновые камни. Да, да, видно. А в чем их функционал? Они, выработка у них не бывает, из-за этого скольжение лучше. Из-за этого точность хода лучше. Шестеренка упирается в камень Да, и ходит Осью. на нем осью. крутится И на нем. он никогда не сотрется. Он не стирается. И вот чем больше камней в механизме, тем более точность хода лучше у часов. И тем часы дороже. Сам механизм Я тем думал, там дороже. какие-то драгоценные камни ставят. А это получается, это 3 камня. 3. 3 камня. А бывает. Так нет, так это Бывает. мы здесь только. У нас здесь. Во всех платах вот здесь, да? Да. То есть вон. Все, я понял. И чем больше камней, значит, тем лучше. Тем лучше, тем точность хода больше. Но, соответственно, тем больше камней, и сам механизм дороже, его сложнее сделать. Что себе? Ну, мне уже за 40, и я вот только сегодня узнал благодаря вам. Спасибо, очень интересно. А многие не знают, что в часах есть масло. Масло менять? В часах есть масло? И в итоге, получается, на камне есть вот эта капелька масла, которая со временем, соответственно, вырабатывается, высыхает, Да. и часы начинают сбоить. Да, они замедляются и останавливаются. В советское время использовали органические масла. Сейчас мы используем швейцарские масла. Не дешевое удовольствие. Синтетика, наверное. Да, да, да? синтетические Все масла. как в автомобилях. Конечно. Вот любая техника так. Я думаю, это на часов 100, наверное, хватит, да, если не больше? Или я ошибаюсь? Ну, где-то даже больше. Даже больше. Больше. То есть вот этот тюбик Давайте так, на год. на год работы, вот на, это. год. На год работы. Да. Ну, это с автомобилем не сравнить, да? Здорово. Да, миллилитры. Супер. Так. А после того, значит, то, что мы сейчас не сможем показать нашим зрителям, да, мастер соберет и подаст масло. Потом у нас есть прибор проверки часов. Друзья, ну что, сейчас с Петром Ивановичем под его руководством я разобрал часы, но сейчас вот достаточно интересный прибор, мы вам покажем, как, я могу ошибиться, но в общем настраивается точный ход механических часов. Для того, чтобы можно было быстро отрегулировать суточный ход часов, есть специальный прибор проверки часов, на экране которого видно, что, вот, например, этот механизм отстает у нас на 12 секунд в сутки. То есть он сразу показывает, да, видно? Да. Вот, двигая градусник, можно прибавить ход. Слишком сильно сдвинул. И вот сейчас покажет у нас плюс 31 секунду. 31 секунда в сутки он будет, наоборот, спешить. Спешить, да. Спешить. Ага. Но у разного калибра механизмов разная точность хода. У советских плюс 65, минус 25 секунд в сутки – это норма. Но мы, естественно, делаем более точно. Швейцарские самые лучшие часы, там идет в зависимости от фирмы, ну, плюс 5 секунд, минус 2 секунды в сутки. Конечно же, кварцевые часы намного точнее показывают. Но это все-таки живой механизм. Ну да, то есть благодаря тому, что вот этому прибору можно вообще в целом, вот вы сейчас что-то регулируете, да? Да, вот Скорости. сдвигаем. Сдвинули на и минус. меняется. И сейчас покажет плюс 78. Нет, Ой. сейчас следующий шаг будет. Ага. Более. Вот, плюс 3. Плюс 3? Ага, плюс 3 секунды в сутки. То есть это уже, можно сказать, почти идеал. Идеально. И вот часы проверяются на одной стороне, Даже так? а потом на другой стороне. То есть у механических часов, в принципе, вот это положение тоже влияет. То есть Да. вы взяли, настроили горизонтально, а вдруг он
Он может Перевернули? по-другому показать. Притяжение Земли же действует Мгм. на сам баланс. Вот для этого у вас здесь вот этот вот... Это получается. следующий шаг. А после того, как мы часы собрали, механизм вложили в корпус, проверили на водонепроницаемость. Мгм. И вот этот регламент называется для имитация носки. Потому что часы могут просто лежать и не останавливаться. А когда носишь, шестеренки сдвигаются и может зацепиться друг за дружку. Или даже те же самые стрелки могут зацепиться и часы остановиться. Регламентом мы исключаем выявляем, в общем, недостатки. Мало ли вдруг что-то не досмотрели, что-то не доглядели. Чтобы клиенту был готовый продукт. Здорово, очень интересно. Спасибо. Друзья, но сейчас хотелось бы поблагодарить Петра Ивановича за очень интересный опыт. На самом деле, я не думал, что у меня вот прям получится. У меня получилось в целом получилось разобрать часы. Удалось ничего не поломать. Удалось, да, ничего не поломать. Но у нас был разговор такой, что вот, часовых мастеров очень мало, да, сейчас. И вот у нас есть здесь, в этой часовой мастерской есть пример. Это Вилен Александрович, познакомьтесь. Это молодой мастер. Сейчас мы ему зададим несколько вопросов. Вилен, расскажи, сколько тебе лет? Мне 32 года. 32 года. Почему ты решил вот заняться вот именно часами, ремонтом? Спонтанно, но попробовал, получилось. А сколько уже занимаешься? Полных 8 лет. Полных 8 лет. Что вот для тебя вот есть что-то сложное, чтобы вообще вот часовой мастер это постоянное развитие или вот можно достичь какого-то уровня и в принципе нормально работать? И так, и так. Поначалу, естественно, нужно будет изучить основу, как бы добиться какого-то уровня, а потом, конечно, можно и развиваться над собой. Хорошо, отлично. Ну, что бы ты пожелал, вот, допустим, если есть люди, которые, может быть, хотят заняться вот ремонтом часов, вот с чего им можно начать? Сломать? Открываете часы, просто ломаете, потом попробуйте собрать обратно. Серьезно? То есть, как бы на практике? Да, только правда. Берешь старые часы, разбираешь Которые не жалко. и пытаешься собрать. Здорово. Ну, желаем тебе успехов. Кстати, я думал, тебе лет, не знаю, 25, тебе 32. Вот, и можно сказать, что работа часовым мастером сохраняет молодость, да? Временно. Временно. Ну, тебе спасибо, удачи. Спасибо. Друзья, ну что, я думаю, сегодня, по крайней мере, я узнал очень много интересного, очень много слов новых. Еще раз повторюсь, вот у вас на руках есть часы, очень маленький, небольшой механизм, но в нем очень много разных интересных названий, как минимум. Ну, и я думаю, что если у вас есть часы механические, которые лежат долго на полке, и вы хотите вдохнуть в них вторую жизнь, обращайтесь к часовым мастерам. Слава богу, они у нас в городе Якутске имеются. И, конечно же, они будут вас радовать еще долгие-долгие годы. Как оказалось, достаточно разобрать, почистить и заново смазать. Часы будут ходить еще много-много лет. Это был проект «Испытано на себе» на канале Якутия 24. Оставайтесь с нами.